Когда солнце клонится к закату и тьма готовится окутать землю, наступает пора отрешиться от дневных хлопот, отдохнуть, пообщаться и заняться чем-нибудь интересным. Посумерничать взрослые и дети собрались в Алданской детской библиотеке. Очень мне нравится бывать в библиотеке. Я просто сразу вспоминаю свое детство, когда я в библиотеку ходил по 2 раза в день. И я просто сегодня смотрю с большим интересом, потому что здесь дети приходят с горящими глазами. Здесь сегодня библиотека – это не просто как, хранилище книг, да? Сегодня библиотека – это такое большое событие, большое мероприятие. То есть здесь есть и поделки, здесь и танцы танцуют, и театралы выступают. Мне кажется, это очень, очень интересная акция, и большое спасибо, что ее проводят. Библиосумерки – это время волшебства, приключений и веселья. Мастер-классы, викторины, игры. Маленьких алданцев и их родителей в стенах детской библиотеки ожидала масса забав. Юные модницы с энтузиазмом примеряли на себя новые образы. Маникюр и аквагрим, по мнению девчонок, заслуживали самые высокие оценки. Мне сделали аквагрим. Аквагрим, я думаю, это очень сложная профессия. И вот еще так делать сложно, но эта работа зависит где-то 16 звезд. Сумерки таят в себе множество чудес, и сюрпризы не заставили себя ждать. Юные гости проверили знания в загадках и попытали удачи в беспроигрышной лотерее. Без подарка не остался никто. Вот видите, фломастеры мы выиграли, так что ребенок счастлив, родители довольны. Замечательное мероприятие, это каждый год проходит. Мы уже 2-й год и участвуем, и посещаем. Вот здесь и аквагрим. В общем, замечательная организация. Огромное спасибо детской библиотеке. Все желающие могли подкрепиться. Угощений хозяева приготовили достаточно. Это оказалось кстати, силы были совсем не лишними. От потех у гостей разбегались глаза. Мальчишки и девчонки хотели поучаствовать во всех приключениях и просто не могли пропустить ни одно событие. Конечно, успевать удавалось всюду, ведь в сумерках возможно все. Хотела бы побывать на руссконародном танце, который скоро будет, и побывала уже в лотерее. Что выиграла? Выиграла наклейки и конфету. Самый волшебный вечер в году давно полюбился и детям, и взрослым. Ко всероссийской социально-культурной акции «Библиосумерки» Алданская детская библиотека присоединяется ежегодно. В этот раз, как всегда, потех и приключений хватило всем. Мы присоединились к этой акции 3 года назад. И с каждым годом интерес населения проявляет, школьники, ребята, наши читатели, конечно, даже интересуются, когда у вас будут следующие «Сумерки». Даже звонили, спрашивали. В 2024-м «Библиосумерки» были посвящены Году семьи и детства. Впрочем, праздник традиционно считается семейным. Мамы и папы, бабушки и дедушки с огромным удовольствием участвуют в конкурсах и смотрят представления. Мы приходим 3-й год подряд. Ходим мы вместе, всей семьей, кроме папы. Обе дочки, им очень нравятся мастер-классы, которые проводят. Они с большим удовольствием участвуют. Конечно же, нравится бесплатная беспроигрышная лотерея, о том, что каждый ребенок остается доволен, то есть никто не остается без подарка. И данное мероприятие, считаю, что это очень важно для детей. Привитие любви к библиотеке, к книгам, о том, что они могут посмотреть, узнать очень много, потому что библиотека очень прекрасная, шикарная. Здесь очень много чил-зон, как сейчас говорит молодежь. В «Библиосумерках» ребята получили возможность освоить множество интересных искусств и полезных ремесел. Разного рода премудростями с гостями делились настоящие мастера. Издавна считалось, что благополучие и достаток в семью привлекала подковка, а от злых сил хозяев защищал веничек. Эти обереги имелись в каждом доме. Под руководством учителя технологии Любови Кокшеневой дети и подростки изготавливали талисманы своими руками. Мы сейчас делаем обереги. Обереги – это у нас подкова и веничек. Такие обереги каждый себе делает. Это для достатка, для чистоты, от сглаза. Это семейный оберег. И этот тоже у нас подкова, тоже семейный оберег. Тут домовеночек. И вешается, именно подкова вешается вверх
чтобы все осталось у тебя в доме. Дети хорошо, быстро усваивают и очень нравится, потому тут уже очередь стоит. Все хотят сделать обереги. В мастерской Любови Кокшеневой ребята погрузились в быт древней славянской семьи. Экспозиция, отражающая внутреннее убранство крестьянской избы, знакомила посетителей с традициями и обычаями народа. Это показать, как славяне жили. Вот это их быт славян, семья полностью. А это как для детей игрушки, что они все обережные, но каждая по-своему. Где-то ребенка оберегает, где-то его сон оберегает, где-то игровые, где-то вот есть подружка, где они делятся своими бедами, оценками. Дети интересуются, подходят, смотрят. Чуть поодаль юные рукодельницы сели за вышивание. Ручная работа делает самую обыденную вещь уникальной, а за иглу следует браться с желанием и хорошим настроением. Вышивка несет в себе эмоции и помыслы мастерицы. Девочки подшивают платочки носовые. Мы шьем, сидим, учимся резать ножницами. Шить, учиться. Девочки вообще, некоторые даже не брали иголочку, видно что. А так все получается. Вот такие красивые платочки. Рукодельное искусство для каждой хозяйки было целым ритуалом, а узоры таили в себе сокровенные смыслы. Считалось, что подаренный мамой или возлюбленный платочек становился для человека источником душевного тепла и силы. Я попробую себя во всех мастер-классах и так далее. Вот планирую в викторине поучаствовать и сшить что-нибудь. В сумерках было чем развлечься и юным художникам. Поклонники изобразительного искусства попробовали рисовать с помощью обыкновенной нитки. С нетрадиционной техникой ребят познакомили педагоги художественного отделения Алданской детской школы искусств. Взяли такую интересную тему – ниткография, то есть цветы такие необычные из простой нитки и краски. Детям, мне кажется, очень интересно. Работа получается быстро, ярко и, в общем-то, несложно, что и требуется для детского мастер-класса. Получавшиеся причудливые узоры не могли не удивлять. Несложный образ превращался в неповторимую картинку. Словом, результаты превосходили ожидания. Надо сначала макнуть нитку, ниточкой себе, кисточкой себе там помогать. А когда все, до верхней дошло, надо вытаскивать, прижимать ниточку кисточкой и доставать, выжимая влагу. Без чего не может обойтись заядлый книгачей? Конечно, без закладки. Сотрудница детской библиотеки Анастасия Садовникова показала ребятам, как изготовить оригинальную закладку в технике оригами. Она, получается, у нас будет страница, на которой нужно запомнить, на которой мы читали, мы вот так на уголок. И здесь у нас будут выглядывать ушки. Маленькие читатели прекрасно знают, для чего нужна книжная закладка. К ее изготовлению ребята подходили творчески. С таким шедевром им предстоит познакомиться не с одной книгой. Мы их делаем, чтобы узнавать разные книги, потом читать, и если ты не дочитал, вставлять закладку и дочитывать потом. Творчество, как известно, обладает невероятной увлекающей силой. Над изготовлением закладок старательно трудились даже самые большие непоседы. Мы делаем вот такие закладки. Я сейчас встречался с моими знакомыми, это было просто крутяк. Я с ними играл. В библиосумерках сюрпризы ожидали не только маленьких гостей, но и их родителей, бабушек и дедушек. В одном из залов работала выставка, посвященная советской эпохе. Среди игрушек и книг для взрослых время будто бы повернулось вспять. Погружаясь в атмосферу безмятежной и радостной поры своего детства, многие не могли сдержать слез. Это наше детство. Теплота, просто действительно до слез. Я вот сейчас смотрю вот здесь, да, думаю, господи, когда-то же были, а сейчас таких, по-моему, игрушек нет уже. Это уникально.
Мальчишки и девчонки с интересом знакомились с игрушками, которые были раньше. Такими куклами и машинками играли не только их родители, но и бабушки с дедушками. Экспонаты из своей личной коллекции представила директор детской библиотеки Татьяна Ефимова. На данной выставке представлены игрушки советского периода. Всем игрушкам лет примерно по 40, по 50. Вот. Ребятишки очень интересуются. Вот, в частности, рассматривали активно. Мальчишки рассматривали солдатиков, машинки. Девочки, конечно, больше интересуются куклами, швейными машинками. Ну, естественно, вот коляски. Вот. Некоторые мальчики катались у нас на велосипеде, на машине катались. А велосипед и машина в рабочем состоянии. К проведению библиосумерек традиционно присоединяется Алданская детская школа искусств. Юные артисты подготовили для гостей музыкальный концерт и театрализованные представления. Мы в этот раз представили свои мелкие работы. Это всем известный «Мой Дадыр» и «Тараканище». То есть мы очень любим Чуковского, он такой очень благодарный писатель именно для сцены. Поскольку тема семьи, детей, вот он как никогда подходит именно в эту тематику. Все играют с удовольствием, замечательное мероприятие. Дети в восторге, играют легко, с настроением. Родителей очень много. Представляя зрителям свои творческие работы, юные артисты с не меньшим удовольствием побывали на всех игровых и развлекательных площадках. Времени между выступлениями вполне хватило на забавы. Единственное, что они аквагримом не занялись, потому что им на сцену выходить. А так, наверное, они уже везде успели проскочить по всем точкам интересным. Программа «Библиосумерек» была очень яркой и насыщенной. Гости получили массу впечатлений и испытали бурю эмоций. Майский вечер в стенах детской библиотеки вновь стал незабываемым. Эмоции и чувства шикарные. Каждый год здесь происходит вот это вот какое-то необычное просто выступление детей, прием хороший, столько игрушек. Но какие могут быть эмоции? Только от души. Все хорошо. Мне очень все нравится. И детям нравится. Это мероприятие самое лучшее в мире. Там множество разных игр, викторин, загадок. Я люблю это все. Особенно и даже концерты. Поэты называют сумерки самым романтичным временем суток, а алданские библиосумерки становятся порой активного действия, созидания и познания. Майский вечер растаял во мгле, оставляя трепет радостного восторга.